Регионы должны в ближайшее время представить в правительство графики реализации программы развития перинатальных центров. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел селекторное совещание. Оплатит ли таксист налоги? Закон о легализации такси вступил в силу в 2011 году, но владельцы таксопарка все еще ведут бизнес по-старому. Здесь готовят чемпионов. Новый спортивный зал с современными тренажерами открыли в Троицком. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Анжелика Мержоева. Регионы должны в ближайшее время представить в правительство четкие графики реализации программы развития перинатальных центров. Об этом сегодня заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на селекторном совещании. В целом в стране сейчас функционирует около 100 таких центров, половина из них являются самостоятельными учреждениями, а остальные входят в состав профильных больниц. Благодаря таким центрам отмечено снижение показателей детской и материнской смертности. Премьер-министр отметил, что нужно уделить внимание не только строительству центров, но и подготовке медиков. Необходимо предусмотреть стажировку в ведущих российских медицинских центрах. С момента начала реализации национальной программы здоровья в стране было построено более 2 десятков перинатальных центров. Большинство из них региональные. В конце прошлого года была утверждена программа развития перинатальных центров до 2016 года. Она предусматривает строительство 32 перинатальных центров в 30 регионах. Это было сделано распоряжением правительства 9 декабря 2013 года. Общий объем финансирования без учета, подчеркиваю, инвестиций региональных бюджетов более 52 миллиардов рублей. Деньги большие. Задача, естественно, остается прежней: сделать медицинскую помощь более доступной и качественной по этому направлению. Ну и, конечно, работать над дальнейшим снижением материнской и младенческой смертности. Российский боксер Рахим Чахкиев подписал контракт с промоутерской компанией Андрея Рябинского «Мир бокса». Об этом он официально заявил на приеме у главы Ингушетии. Спортсмен поблагодарил Юнусбека Евкурова за продвижение спорта в Ингушетии и передал от Андрея Рябинского памятный календарь с фотографиями боксерских поединков. Планируется, что 15 марта во Дворце спорта «Динамо» Рахиму Чахкиеву будет противостоять итальянец Сильвио Бранко в бою за звание чемпиона WBC Silver в первом тяжелом весе. Юнусбек Евкуров пожелал боксеру спортивных успехов и подчеркнул, что будет оказывать ему всяческую помощь. Позже глава республики провел плановую встречу с депутатом Народного собрания республики Зелимханом Оздоевым, который рассказал руководителю субъекта о текущей работе. Недавно парламентарий разработал социальный проект «Поможем, чем можем», цель которого – развитие в Ингушетии социального предпринимательства. Проект, позволяющий людям с ограниченными возможностями осуществлять предпринимательскую деятельность, должен быть реализован, подчеркнул Евкуров. Сегодня в Магасе на очередном заседании депутаты в первом чтении рассмотрели закон о мерах социальной поддержки малоимущих слоев населения. Государство намерено внедрить новые технологии оказания государственной социальной помощи. Основа предлагаемых мер поддержки малоимущих граждан – социальный контракт. Подробнее в сюжете Миланы Хашагурговой. Ингушские парламентарии пересматривают закон о мерах социальной поддержки малоимущих слоев населения. Если раньше эта категория граждан получала фиксированные выплаты и возможности решить проблемы были ограничены, то теперь подход к каждому из нуждающихся будет индивидуальным. Главным новшеством законопроекта станет социальный контракт. Он заключается между Министерством труда и социального развития и самим гражданином. Само понятие вносит добровольный характер со стороны гражданина, которому необходима эта финансовая помощь. Срок заключения контракта от 3 месяцев до 1 года. Если в течение 1 года, по которым он сумел наладить свое дело, начал получать, реально обеспечивать себя и свою семью, то этот контракт прекращает. Если нет, то государство продлевает до преодоления этим гражданином той же тяжелой жизненной ситуации, в которой он оказался. Говорили на заседании и о границах между Малгобеком и Малгобекским районом. Необходимость их уточнения возникла из-за строительства нового микрорайона в оползневой зоне. Скоро этот законопроект депутаты рассмотрят в 3-м окончательном чтении, но без своего коллеги Руслана Гулиева, работавшего заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и охране окружающей среды. Его полномочия прекращены досрочно в связи с переходом на другую должность. В Народное собрание Гулиев пришел в марте 2008-го. Вместе с тем являлся членом Южно-Российской парламентской ассоциации и Общественного совета при МВД Республики. Теперь же Руслан Гулиев будет руководить Комитетом лесного хозяйства Ингушетии. Милана Хашагургова, Юнус Сучоев, Новости 24.
Четкое определение границ населенных пунктов Малгобекского района обсуждал сегодня исполняющий обязанности руководителя администрации главы республики Ахмед Мальсагов с членами правительства, парламента и главами муниципалитетов. Дело в том, что участок земли площадью 110 гектаров, на котором строятся многоквартирные дома для жителей оползневой зоны, документально принадлежат сельскому поселению Псидах. Руководство республики планирует передать эти земли еще более 150 гектаров Малгобеку. Для этого необходимо провести референдум жителей Псидаха и принять закон о народном собрании. Он, напомню, уже одобрен в первом чтении. Ахмед Мальсагов поручил главам населенных пунктов решить этот вопрос в кратчайшие сроки. До конца ноября этого года в Ингушетии планируют легализовать деятельность таксистов. По предварительным данным, в республике насчитывается около 1500 таксопарков. Их лицензирование позволит создать дополнительные рабочие места и пополнит бюджет налоговыми отчислениями. В Магайсе и в Назране уже заработали современные легализованные таксопарки с новыми машинами. Подробности в сюжете Фатимы Кариевой. Такси «Гарант» получил в лизинг 10 новых автомобилей от Сбербанка Ингушетии. Закон о легализации такси вступил в силу 1 сентября 2011 года. Но владельцы таксопарков все еще ведут свой бизнес по-старому. У них на то свои причины. Сотрудники службы извоза считают бессмысленным покупать лицензию, которая дает законное право работать, если на самой работе долго все равно не задерживаются. Текучесть кадров – одна из основных проблем. За 3 года только 2 из 1500 таксопарков легализовали свою деятельность. Теперь они могут рассчитывать на господдержку, чего лишены частные извозчики. Закон берет под защиту как самих таксистов, так и пассажиров. Последние могут получить компенсацию по страховке, а уже если связались с нелегалом, то придется идти в суд. Конечно, там есть определенные расходы, связанные с налоговыми какими-то нагрузкой и с пенсионной нагрузкой. И поэтому они с трудом идут на это, но все-таки вот сейчас они понимают, что других вариантов нет, и надо приводить в соответствие все свои транспортные средства. Получив статус государственного, «Гарант» заработал в круглосуточном режиме. У нового транспорта желтый цвет на 30% превалирует над остальными. Шашки на месте, водители зарегистрированы в налоговой службе. Можно не только прокатиться с комфортом, но и быть уверенным в безопасном передвижении с опытным водителем. В этом году доведем эти машины до 100 штук. Вот, они будут законно, имеется в виду и у водителей лицензия на работу, будут и налоги наши выплачиваться. И машины будут, как вы видите, с пленкой желтой, чтобы клиенты наши, жители нашей республики могли свободно передвигаться. Водители у нас, в принципе, все со стажем, проверенные. Не грубят. Отзывы очень хорошие наших водителей. Население довольное. У нас весь парк, в принципе, все новые машины. Рабочая группа при Комитете промышленности продолжает бороться с нелегалами и вместе с тем здесь думают, как поднять спрос на государственное такси. Фатима Кариева, Резван Аушев, Новости 24. Капитальный ремонт автовокзала в Орджоникидзевском перешел в фазу отделочных работ. А значит, открытия ждать осталось недолго. В двухэтажном здании предусмотрены кассы, комната отдыха, комната матери и ребенка. Автовокзал существенно снизит нагрузку на дорожную сеть Орджоникидзевского. Репортаж Хяди Адельбиевой. Автовокзал в Орджоникидзевском был построен еще в 2002 году. Предприятие проработало недолго. Жители ссылались на то, что им неудобно добираться до него. Потом здание передали Государственному колледжу искусств, а АТП переехало ближе к центру. Учреждение культуры тоже недолго функционировало в стенах этого здания, поскольку через пару лет его признали аварийным. Теперь же здесь идут работы по его реконструкции. Здание планируют вновь передать районному предприятию пассажирского автотранспорта. По Сужинскому району, в станице Орджоникидзевска, у нас временно автовокзал был организован в автотранспортном предприятии. Да, и определенные неудобства для пассажиров это составляло. Сейчас с вводом нового автовокзала снимет нас нагрузку по автотранспортному предприятию, и это будет намного удобнее для пассажиров. Организуем там продажу электронных билетов в
по всем направлениям. Реконструкцию здания автовокзала начали в середине прошлого года, а сдадут объект уже в феврале. Теперь здесь предусмотрены стоянка для частного транспорта, маршрутных такси, 2 посадочные площадки, зал ожидания на 100 человек. Сейчас на данный момент здесь ведутся внутренние работы. Снаружи мы все закончили. Крышу, фасад, перроны, все мы сделали. Осталось только внутреннюю работу завершить. Когда мы начинали, здание было в очень плачевном состоянии. Нам пришлось здесь поменять практически все. И крышу, и несущие конструкции, полностью все пришлось поменять. Фасад здания пришлось поменять, полностью двор пришлось поменять. После реконструкции здание будет отвечать всем техническим требованиям. Для удобства пассажиров будет работать комната матери и ребенка, кафе-столовая, а во дворе разобьют клумбы и поставят скамейки. Пропускная способность автовокзала составит 200 человек в час. Установят современную технику обеспечения безопасности. Во-первых, на первый взгляд кажется, что отсюда очень неудобно будет отъезжать, но так как весь административный центр района планируется перенести на данную местность, некоторые и перенесены. Но я думаю, что отсюда будет очень удобно отъезжать, будут осуществляться перевозки с населенных пунктов, то есть городской транспорт будет ездить со станции Орджоникидзевской, будет работать подвоз пассажиров. Новый автовокзал – это новые перспективы. В Сунжинском АТП всерьез задумываются и об открытии новых внутренних маршрутов и междугородних рейсов. Хедия Дельбиева, Майрбек Миржоев. Новости 24. Новый спортивный зал с современными тренажерами открыли в Троицком. Для ингушских борцов зал стал подарком. Все занятия здесь бесплатные. Сейчас ребята готовятся к предстоящему турниру в Турции. Подробности в сюжете Ильяза Курскиева. Этому новенькому спортзалу нет и 3 месяцев, но для ингушских борцов он уже успел стать родным. Ребята из сборной республики по вольной борьбе собираются здесь 2 раза в неделю. Сегодня в зале Ади-Ахмад в Троицком особенно жарко. Спортсмены готовятся к международному турниру в Турции. За тактической и функциональной подготовкой борцов следит главный тренер сборной Адам Барахоев. Разминка началась с игры в баскетбол, который здесь приобрел элементы борьбы. Вторым этапом тренировки стало не менее важное мероприятие – мастер-класс от Бекхана Манкиева. Он специально приехал, чтобы поддержать молодых борцов перед ответственным турниром и поделиться своим борцовским опытом. В наше время, когда мы тренировались, не было такого. Так что надо достойно защищать ребятам нашу республику и представлять на международной арене и в России везде. В зале есть раздевалки, душевые комнаты и даже шахматный зал. Ведь в борьбе, как и в других видах единоборства, важно думать. До сих пор борцы сборной Ингушетии занимались в различных залах республики. Теперь у них есть собственная база для подготовки. Спортзал построил и передал Министерству спорта республики вице-президент Федерации спортивной борьбы России, мастер спорта СССР Алихан Харсиев. Спортивный зал Алихан назвал в честь своего деда Ади Ахмада. Работаем на данный момент в таких условиях, прекрасных условиях. Мы благодарны всем главе республики, Министерству спорта, которые создают для наших молодых ребят такие условия. Если у нас игра бывает, чуть повозимся, потом также мы идем в зал, тренажерный клуб «Партизан», там тренируемся. Так, здесь все условия есть, все на высшем уровне. Я ездил в Азербайджане, и там на других залах был. Лучшие залы я не видел. Все, что надо, все здесь есть. Ничего сверхъестественного, как надо, что здесь кузница олимпийских чемпионов, лишь бы тренировались. Тренировки в таких прекрасных условиях будут способствовать высоким результатам спортсменов на главных международных спортивных аренах мира, говорят тренера. Уже завтра спортсмены вылетают в Москву, а оттуда в Турцию, где 5 февраля состоится международный турнир по вольной борьбе. Ильяс Курскиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Администрация Насыркорского муниципального округа проводит работы по замене старых трансформаторов на новые. Мощности старых не хватало. Местные жители неоднократно обращались с этой проблемой, и вот ситуация сдвинулась с мертвой точки. Подробности в сюжете Хяди Добриевой. Проблемы с электроснабжением в Насыркорте не из новых. Жители неоднократно обращались в администрацию округа с просьбой устранить неполадки. Но из-за нехватки необходимых средств этот вопрос все время откладывали. В последнее время все чаще выходили из строя трансформаторы. Мощности старых не хватало. Как результат, сгоревшая бытовая техника, тусклый свет в домах. Проблемы с электроэнергией выступали часто. Трансформатор старый, передача не такая. Особенно вечером у нас бывало очень тяжело.
напряжение не доходило 180, хотя должно быть 220 у нас. Часто мы и без света сидели, жаловались, вот звонили. И это очень хорошо, что его заменили. Теперь же замена старых трансформаторов на Сыркости почти завершена. Они давно выработали свой ресурс и честно отслужили положенные 15-20 лет работы. Это для любой техники срок немалый. Люди очень довольны, что им установили новый трансформатор и поменяли два на новых, потому что не хватало напряжения. Вслед за этим горели и холодильники, там другие бытовые приборы, как-то из-за нехватки напряжения. Замену трансформаторов осуществляют за счет бюджетных средств. Всего в Насыркорте установят 5 таких новых трансформаторов по улицам Бузуртанова, Исмурзиева, Бульварная, Исулумбека, Хаджиевлоева. 3 уже установили. Остальные же заработают в ближайшие дни. Мощность новых трансформаторов составляет 100 на 250 киловатт, чего, как уверяют специалисты, хватит для бесперебойного энергоснабжения. Хадзи Добриева, Муса Хамхоев, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.